Каренина живое издание – так называется уникальный проект, в котором 700 человек из 30 городов по всему миру прочли произведение Анны Карениной в прямом эфире. Проект не обошел стороной и Якутск. В отборочном туре участие приняли 51 горожанин, а 3-4 октября уже состоялись съемки для прямого эфира, за которым можно было наблюдать онлайн на Ютубе. Заранее мы рассылали отрывки, то есть они были опубликованы буквально на 30 секунд. То есть чтец приходит и перед камерой читает отрывок любой, который ему понравится, из 4 предложенных, или может выбрать свой, который ему больше всего понравился в романе. Среди участников проекта Анна Каренина «Живое издание» и преподаватели Северо-Восточного федерального университета, и общественные деятели, и даже КВНщик Аял Адамов, более известный как Злой Мамбет в своей фирменной розовой фуфайке. В рамках проекта любой интернет-пользователь, прошедший отбор, смог принять участие в онлайн-чтении бессмертного романа наравне с актерами театра и кино, известными музыкантами и художниками, а также потомками Льва Толстого. И это говорит о том, что русская классика не имеет границ, и что каждый сможет найти в этом свой смысл. Первым из якутян прочитать свой отрывок в прямом эфире выпала честь Николаю Нифонтову, аспиранту первого года обучения. У меня очень хороший отрывок, хороший, смотря с какой точки зрения смотреть, но мне он понравился, безусловно. Готовился я совсем недавно, я прочитал его, перечитал, посмотрел, буду я читать с планшета, либо с книги. Но я решил, что буду читать с книги, потому что это более подходит к литературе. В принципе, я готов. Более 30 часов чтения романа Анна Каренина в режиме реального времени и 700 участников по всему миру. Это колоссальный и яркий опыт объединения людей силой могучего русского языка и великого произведения, которое по сей день не теряет своей актуальности. Мария Иванова, Джулстан Трофимов, программа «События. Якутск».